ничего не будет. Будет самое интересное – инвентаризация. Так что ў гэтым цікавага крэслы пералічваць? Причем тут кресло? Это ж иллюзион. По случаю Нового года инвентаризировать будут наши прошлогодние иллюзии. Граждане иллюзионисты, на выход, мля! Так, будем проверять. Ведущие Гоша Застабильный – 1 штука и Фаня Критикан – 2 штука. В наличии? В наличии обе штуки. Это хорошо. Будет кому ответить за хищение в особо крупных размерах. Ух ты! А что скрали? Гражданин начальник, я ответственно заявляю: в иллюзионе ничего не украли. Все иллюзии на месте. И все вельми смешные. Смеетесь, мля, над нашим белорусским чудом? А как же? Власть считает, как известно, что сатира неуместна. Мы смеялись наоборот. Целый год, старый год. Было часто не до смеха, но ведь это не помеха. Каб проводил весело народ. Гэты год, старый год. Так, старый год в списке есть, а вот вашего смеха, мля, в наличии нет. Як же смеха няма, калі мы все смеемся? Смех над гарантом не считается. Безусловно, был бы жуток мир, в котором нету шуток. Лепш, каб гумор не меў перашкод. Дык бывай, адыходзячы год. Вы мне тут зубы, мля, не заговаривайте. Вы мне продемонстрируйте оптимизм. Позабудем все невзгоды из 16-го года. Хоць хапала ў ім розных турбот. Мы удзячны табе, стары год. А сертификат на производство шуток у вас есть? Конечно, есть! Сертификация всего и всех – это же была главная иллюзия уходящего года. Вспомните, Фаня, прошлый январь. Налетай, навались, сертификатов наберись. Вводить скорее надо на все сертификаты. И так, чтоб очень сложно их было получить. Должны мне все платить, должны за все платить. Хотим, чтоб шивым блохам жить стало очень плохо. Их надо раскулачить и данью обложить. Хотим их придушить. И бизнеса лишить. Я все отлично просчитал. Досконально, гениально, шедеврально, эпохально. Введу еще налогов. Их будет очень много. Начнется повсеместно, предупреждаю я. Сертификация, экспроприация. Меня не проклинайте, ни в чем не обвиняйте. Ведь, как обычно, выйду сухим я из воды. Наделал ерунды чиновник от балды. Я все отлично просчитал. Досконально, гениально, шедеврально, эпохально. Виновников словите и срочно посадите. Не должен отвечать я за эту всю балду. Я крайнего найду за эту всю балду. Ну и что? Знайшоў гарант крайняга? Вядома, знайшоў дармаедаў. І не аднаго, а амаль 240 тысяч. Это не крайняя, это электорат. Самое главное наше зло. На выборы не ходят, и мне, хрупкой женщине, приходится за них досрочно голосовать. И вот смотрите, к чему это привело. У нас, похоже, кризис. Иссякнет бюджет. А возраст пенсионный подняли уже. Не бойтесь, произвел я простейший расчет. Все дырки у бюджете закроет народ. Чтобы избежать нам финансовых бед, придумали у нас жесточайший декрет. Ведь чтобы все проблемы сразу решить, нам надо тунеядцев распотрошить. Правильно, у всех до одного. Это единственный выход. Я знаю, что народец наш очень богат. Он явно проживает
не на голый оклад. А тот, кто на работу решил не ходить, за это удовольствие должен платить. Мне кто-то говорил, безработных полно. Какая безработица? Это смешно. Нам слышать это просто удивительно. Заставим всех работать принудительно. А тех, кто откажется, в кутузку, мля. Вообще я не сторонник карательных мер. Пускай берут с меня тунеядцы пример. Ведь я, как папа Карло, все время пашу. Сгораю на работе, аж еле дышу. Сначала пробежка, потом на коньки. Полдня не выпускаю я клюшку с руки. Потом лыжероллеры, потом огород. Никто гаранта тунеядца не обзовет. Устаю, можно сказать, до бешенства. Решил такой налог я у вас перенять. По 20 тысяч сноса хочу изымать. Для тех, кто не заплатит мне этот налог, я вас грешу ГУЛАГ и всех отправлю во строк. Боролся с тунеядцами Советский Союз. Я ж в островок Союза превратил Беларусь. С Владимиром мы в прошлое совместно идем. Союзную борьбу мы с тунеядством ведем. Вот видите, тут ведь не одна иллюзия, а целых две. Какие же? Во-первых, иллюзия про то, что во всем виноваты тунеядцы, а во-вторых, про то, что с ними борются. Нават на саюзным узроўні наши улады змагаліся з дармаедамі увесь мінулы год. Как змагаліся? Жесточайше, с помощью главного нашего президентского оружия. Хорошей, недорогой, социально ориентированной барматухи. А что такое барматуха? Барматуха, пацан, это праздник, который всегда с тобой. Да здравствуют ученые умы, которые прекрасно знают, что если ты за целый день ничего нового не открыл, то вечером открой хотя бы бутылку водки. Капец! Нету денег в казне вообще! Не спасают нас нефтепродукты. Но мы заработаем на ДРВЧ. Надо срочно народец поить. Стабильность к нам не вернется, пока страна не сопьется. Рекой пусть водочка льется, чтоб кризис скорей победить. Давай, поскорее стакан выпивай, чтобы кризис скорей победить. Чтобы кризис скорей победить, чтобы кризис скорей победить. Давай, свои баксы в обменник сдавай и беги побыстрее за водкой. Казну, гражданин, наполнять помогай. За акцизы ты должен платить. Пусть люди все пропивают, Но не переедают. Гаранту пусть помогают стабильность восстановить. Давай, поскорее стакан выпивай, чтобы кризис скорей победить. 100 раз увеличим объемы продаж алкогольных напитков народу. 100 раз, гражданин, ты обязан литраж персональный скорей нарастить. Под жесточайшим надзором пейте все без разбору. Пойдет экономика в гору, если сейчас же налить. Давай, поскорее стакан выпивай, выручай своего президента. Давай, поскорее второй наливай,
чтоб мне кризис карой победил. Гарант, магчыма, з гэтай барматухай ці пераможа, але ж краіна ад яе дакладна захварэе. А страна, пацан, и заболела. И очень серьезно. Так что нам нужен терапевт. Вы уверены, что терапевт? Может, психиатр? Может, и психиатр. И будем мы, как завещал Гарант, лечиться, лечиться и лечиться. Товарищ Гарант, и финансы, и торговля тоже уже госпитализированы. Но надежды никакой. Мы их теряем. А это что там пикает? Это экономика. Совсем доходит. Может попробовать дыхание рот в рот? Лучше рот в ухо. Расскажите пациенту, что кредит Запада уже на подходе. Нужно, чтоб номенклатура сыта была и с деньгами. Рыночная конъюнктура сделает нас бедняками. Цифры Белстат засекретит, сделав статистику тайной. Кризис никто не заметит. А он будет чрезвычайный. Прошу кредит. Ну просто умоляю. Но в МВФ нам денег не дают. Они ж хотят реформ. Но курс я не меняю. Хочу кредит. Не рос, чтоб курс валют. Володя, помоги! Мне Евразес стал, Саша, очень тесен. Валюты нет, есть русская весна. Ну дай кредит. Ну будь, Володя, так любезен. Все деньги съела, Саш, гибридная война. Кобяков, какой пульс у экономики? Я его почти не чувствую. Так, значит, традиционные средства не помогают. И что вы предлагаете? Я предлагаю использовать нетрадиционную медицину. Это в смысле заговоры? Не заговоры, а выговоры. Тебя выговор, Кобяков. А ты, Калаур, звони в Европу. Надо же что-то делать. На проводе? Анжела, Франсуа, помогите, дайте кредит. Нам ваш режим совсем не интересен. От ваших дел страдает вся страна. Зачем кредит? Кредит вам будет бесполезен. У вас стабильно, экономика больна. Это капец. Понял, дуболом кирпичный? Вам всем теперь капец! Чего это? От того, что уже даже на твои дубинки и то денег нету. И не мечтай, бабка. Гарант деньги найдет. Ага, найдет. Много он с тунеядцев поимел. Причем тут тунеядцы? Пенсионеры, мля, вот главная вражеская сила. Поэтому в прошлом году он и приказал уменьшить их поголовье. Няўжо ён іх расстраляе? Жах! Зачем стрелять? Запомни, пацан, Гарант у нас гуманист, так что стрелять их он не будет. Он поднял им пенсионный возраст, и теперь все эти пенсионеры самоликвидируются. Сегодня Гарант принял историческое решение поднять в нашем социально ориентированном государстве пенсионный возраст. Это не только результат провокационного давления на нас со стороны МВФ, но еще и воля граждан, выраженная в документах 4-го Всебелорусского народного собрания.
Слушай, Рыгорыч, нам затянуть надо б пояса. На диету сесть ты мне не предлагай, Мясникович, сам голодай. Нашей любимой пищи лишат трюфеля и икры. Нет, лучше народец на пенсию выйдет года в 63. Но в нашей программе ничего же не было про отъем пенсии. Так и про отъем нашей икры там тоже ничего не было. Слышите, что они поют? Надо же им как-то компенсировать. Мне наплевать на них. Выплаты прекратим, а компенсируем на следующем собрании. Пообещаем вернуть все взад. Слушай, Рыгорыч, все же экономить надо позарез. Пересесть ты только мне не предлагай на автобус или трамвай, чтобы я майбах на джилі сменил, даже не говори. Значит, народец на пенсию выйдет года в 63. Вот-вот, наконец-то соображаешь. А я скажу, что это я вернул им молодость. А может, все-таки лучше вернем им пенсии? И что чего? Можно пахать на них. Выплаты прекратим. А для выхода из кризиса мы разработаем дорожную карту. Слушай, Рыгорыч, денег в резерве нету ни хрена. В бюджет семейный мой не залезай и сынишку не обижай, чтобы мой Колька бегал по Минску с бандой детворы. Лучше народец на пенсию выйдет года в 63. Люди, ау! Так я и знал, что с этой дорожной картой мы заблудимся. Спокойно, Мясникович, будем идти по зарубкам. Так где они, эти зарубки? А сейчас наломаем дров с очередной реформой, и будут тебе зарубки. Ха-ха, я понял главную идею наших властей. Гарант хочет так наломать дров, чтобы не только пенсионеры, но и все мы самоликвидировались. Что? Уся країна самоликвидуется? Як гэта можа быць? Очень просто, мля. Вот здесь, в списке на инвентаризацию, написан сосуд с Джином Хаттабычем. Вот он вас всех и самоликвидирует. Стары Хаттабыч гэтага не зробіць. Ён добры. Старый Хаттабыч, он может и добрый, но он уже не при делах. У нас теперь Лукабыч. Так что теперь должность раба хрустального сосуда свободна. Можешь назначить себя Лукабычем. Ну вот, как всегда, все приходится делать самому. Подать сюда мой личный ковер-самолет. Хоть в долги я опять по уши залез, рассчитаюсь по ним с помощью чудес. В экономике, чтоб не попасть в просак, средство только одно — вера в чудеса. Секретных планов у нас большинство. А у іх основе ляжит волшебство. А в их основе всегда волшебство. А волшебство на выборах нам обеспечит абсолютное большинство. Вот бы где-то найти старенький кувшин. Открываешь его, а оттуда джин. Это чудо-кувшин надо разыскать. Где-то точно должно джинами прорвать. Не надо делать вообще ничего. Должно случиться тогда волшебство. Пускай случится тогда волшебство. Вот наши критики говорят: воровство, воровство. А никакого воровства нет. Это не воровство, это волшебство. Вот недавно опять я летал в Китай. Си Цзиньпин, говорю, ты юани дай. Жаль, фантазий моих он не воплотил. Даже
даже тот пиролет он не оплатил. Шикарных планов у нас большинство. А в их основе лежит волшебство. А в их основе всегда волшебство. А в соседнем районе, товарищи, невеста упала в обморок при виде члена БРСМ. Волюнтаризм! Раньше денег с Москвы много привозил. Мне давали их там, только попросил. Но Вован в этот раз в бабках отказал. Я сейчас, как и вы, верю в чудеса. Не буду делать вообще ничего. Пускай случится опять волшебство. Когда одна маленькая, но гордая птичка встретилась со стариком Хатабычем, она поняла, что пора делать джихад. И только бюджетные вливания остановили этот ее благородный порыв. А Аллах разрешил подождать. Вован, мы подождем. Возьму кредиты у кое-кого. Пускай наступит опять волшебство. Добудем средства мы из ничего. Должно случиться в стране волшебство. Абракадабра, бля. Дядька Гоша, так что, нас докладно самоликвидуют? Нет, пацан. Кто же тогда будет отвечать за хищение иллюзий? Пока инвентаризация не закончится, вряд ли. А коли яна скончится? Продолжение инвентаризации назначено на следующее воскресенье. А пока всех с Новым годом! Гуляйте, пока за вами не пришли.